наполняет человека не то, что входит в него, а то, что выходит из него. И вот это, в общем-то, есть кредо, и должно быть кредо каждого художника. Что ты даешь миру, что из тебя выходит. Это словно тревожное сновидение. Перед тобой разложены ленты дорог, а ты не знаешь, какая из них зыбкая, а какая тверда, словно в глазури асфальта. Отец Андрей Бондаренко, священник и композитор, один из тех, кто, отвернувшись от этого изобилия выбора, стал протаптывать свою тропу. К слову, никогда не задумываясь над тем, промокли ли ботинки, придает ли вязкая глина тяжесть ногам. Главное, чтобы душа была пропитана сладким сиропом, музыкальными звуками. Ведь для него композиторское творчество – одна из форм познания мира. Главное содержание музыки – это душа человека. Есть история, есть разные звучания, разные события, катаклизмы и так далее. Что происходит в душе человека? И как она на это откликается? Как она или возрастает, или она укрепляется, или она все-таки долу не сходит под тяжестью вот этих вот событий. Понимаете? Потому что вот мы живем в этом мире определенный период какой-то, определенный период. И он краткий, в общем-то, этот период. Но для чего? Как мы должны его использовать? И мы, конечно, я по-евангельски здесь должен сказать, и, в общем, это истина, что человек должен эту жизнь свою посвятить тому, чтобы собрать вот те качества, сокровища духовные, ценности, которые будут с ним вечно уже в жизни. И вот как раз искусство, на мой взгляд, оно и должно помогать в этом человеку. Оно должно его, так сказать, какие-то некие подпорки, вдохновлять его, укреплять, какие-то горизонты открывать. Сегодня член Союза композиторов СССР, лауреат Государственной премии Республики Беларусь и Национальной премии за духовное возрождение, Андрей Бондаренко ядром своей планеты музыки считает сочинения, связанные с каноническими священными текстами, молитвами. Он прошел долгий путь для того, чтобы докопаться, минуя слои породы и металла, до глубин своего творческого фундамента. Как отмечает, первые песчинки были заложены еще в детстве. Ребенок познает мир и звуками, в том числе, которые его окружают. Они его отпечатываются в его душе. Вот в раннем детстве, когда еще на Кавказе мы жили, в Грозном, конечно, там особая природа, особые звуки. Вот, и вечерний закат, и звучание цикад. Конечно, оно не отложилось уже на всю жизнь, это звучание.
татуировкой выбиты на сердце и те моменты, когда, перелистывая хрустящие страницы книг из отцовской библиотеки, погружался в удивительный мир образов. Он видел в этом муравейнике черных букв нечто большее, чем его сверстники. Поэтому первым, кто вступал в диалог по поводу прочитанного, был его папа, историк древнего мира, доцент университета. Это содержание этой великой литературы, везде мы найдем отношение вот этой трепетного отношения души человеческой к Богу через, в том числе, и свои поступки. Кто я, как я живу, что мной владеет, и со слезами, очень часто это было, со страданиями у всех этих писателей вот это было выстрадано. И, конечно, эта образная сфера, она, если к ней внимательно жить, ей присматриваться к ней, чтобы она не прошла, как иллюстрация, что-то мелькнуло, но если она зацепила там тебя, она, конечно, также отлагает на всю жизнь вот этот неизгладимый след. Клавиши. Знакомство с черно-белой акварелью произошло по настоянию родителей. Экзерсисы на фортепиано были одной из обязанностей Андрея. Пройдет время, когда поймет, что это уже необходимость для нутра. Именно вот эта область музыкальная, конечно, она еще, что очень важно, что музыка требует всей полной отдачи. Может быть, и другие искусства тоже требуют, но это, будь то ли в исполнительстве, как Рахманинов говорил, если я не играю один день, я уже вижу сам себе, что я хуже стал играть. Если я не играю 2 дня, уже мои близкие видят, что я хуже стал. Если я 3 дня не играю, уже публика слышит, что я хуже стал играть. То есть постоянно нужно этим заниматься. Ежедневно выполняя комплекс упражнений для совершенствования техники игры на фортепиано, Бондаренко параллельно начинает записывать на нотном стане ключи, ноты, диезы и бемоли. Графические знаки требовали выхода наружу, и он не сдерживал этот порыв. Будучи пианистом, конечно, мне прежде всего привлекали вот такие фактуры, образность, такая насыщенная, такая многопластовая, такая красочная, гармоническая. Вот у меня 2 были наиболее любимых композитора, это Дебюсси и Скрябин. Я вот начал сочинять музыку, где-то за год написал 100 прелюдий таких и всяких маленьких пьес для фортепиано. Ну, они, конечно, не самостоятельные были, но, с другой стороны, уже было это пройти путь, как принюхаться к этому материалу. С той стороны, с одной стороны, с другой стороны, да, разные фактуры, разные темпы, так сказать, образность разная, вот посмотреть это все. А как пианист я мог, конечно, это все пропустить через пальцы. С увеличением коллекции собственных сочинений возрастала потребность в обучении на самом высоком уровне. После окончания музыкального училища фамилия Бондаренко появится в списке зачисленных абитуриентов в Белорусскую государственную консерваторию. Андрей поступит в группу профессора Дмитрия Брониславовича Смольского, в лице которого найдет и педагога, и единомышленника, и друга. Будучи студентами консерватории, мы посещали храм Божий, там пели, чтецами были, конечно же, к таинствам приступали. Вот. Это, конечно, так сказать, такой уклад жизни и духовного строения, он, конечно, не мог быть так сказать, не замечен, безусловно. Вот. И, конечно, проблемы, трения были. Ну, вот как раз Дмитрий Брониславович, он помог, так сказать, помог это все пройти без потрясений.
Музыкальная школа, училище, консерватория, ассистентура, стажировка. Все откладывало отпечаток на творчество. Бондаренко, словно скульптор, отсекал ненужную накипь сомнений и колебаний. Уже в стенах высшего учебного заведения он убедился, что в искусстве его привлекает все сакральное и божественное. Произведения, которые пронизаны православным духом. Творчество, которое у меня уже, так сказать, более-менее начало складываться, какое-то понятное, что-то определенное уже с концу консерватории. Это, конечно, мое было обращение вот к этим образной сфере, о чем мы уже говорили, души человека, но конкретно было связано с определенной уже, так сказать, линии именно русского православия. Потому что можно говорить о духовности и в области, так сказать, ну, в многих разных можно говорить, кстати, областях. Это и индийская есть духовность, да, есть и протестантская духовность, есть и римо-католическая есть, да, ну, множество здесь есть. А тут уже у меня начала складываться вот такая именно линия. Он никогда не прекращал изучение древней православной культуры славянских народов и их историческое наследие. К слову, в конце 80-х никто из современных композиторов не писал духовной музыки. Поэтому на торжестве, посвященном тысячелетию крещения Руси, в оперном театре исполнялась именно его похвала великому князю Владимиру. Концерты для солистов и двух хоров. Творческим же апофеозом молодого белорусского композитора стала опера «Князь Новоградский», за которую Бондаренко получает высокую награду – государственную премию БССР. Як лето сопявали моего мужа, яко в битве с немцами забили, я 3 годы усажена зайонником, но все остальное життя вдова. Вот этого моего многолетнего и вообще духовного состояния, и дальше соприкосновения с теми мастерами, которые помогали это все воплотить, вот оно и привело к такому результату. Не спокушайте всем, что дошла, душа моя смиренна только. А я, что ты позвал, любить родить, Василий Польшал, Понимаете, вот когда не так что-то получается, и общество не очень принимает, то можно, конечно, человек может надломиться. Он может надломиться. У Рахманинова была такая история, когда его симфонию неправильно исполнили, не так исполнили, и она провалилась. Он несколько лет музыку не писал после этого. Понимаете? Ну и множество таких других примеров, я не буду сейчас уже не говорить. Так что, конечно, это стезю эту укрепляет человека.
Потом, понимаете, что еще очень важно для меня было? Это само содержание вот этой оперы. Церковь появляется на сцене, там, где монашествующий появляется на сцене, там, где главный герой, последний, в последнем действии, в третьем действии, он уже монах, по сути дела. У нас такой образ не было еще в Беларуси. Вот это, и это было принято, и это, конечно, было отрадно. С тех пор, как стал священником, пишет в основном церковные песнопения, занимается обработкой церковных композиций, пишет музыку под стихи. Сегодня фамилия священника и композитора Бондаренко ассоциируется с хоровым православным песнопением. Большой удельный вес в его творчестве занимает именно эта музыка. Хотя, признается, меня никогда не тянуло написать для хора. Я думаю, что просто я не понимал, что это. Она все-таки, так сказать, может быть более отзывчивой, и она более искренняя. Потому что в инструментальной музыке там ты можешь туда броситься, туда скачок совершить, там грохнуть и так далее. То есть ты все можешь там сделать. А здесь именно вот эта строгость. Знаете, есть такое строгое письмо, такое понятие есть в музыке. Полифония, например, строгого письма, строгого стиля. Вот это для меня, может быть, скажем, основа вот хоровой музыки, которую я пишу. Работает Бондаренко в различных жанрах: камерная, инструментальная, симфоническая и вокально-симфоническая, хоровая музыка. Его произведения наполняли нотным озоном самые большие концертные своды страны. Сочинения священнослужителей исполняют хор Национальной телерадиокомпании, Государственная академическая капелла имени Ширмы, хор студентов Московской консерватории, Гродненская капелла, основателем которой он является, хор священнослужителей Гродненской епархии. Но, несмотря на определенную специфику произведений, к богослужебным свои творения не относит. Потому что я такой цели себе никогда не ставил. Именно писать это произведение, сочинение, песнопение, которое бы исполнялось во время богослужения. Потому что там особые требования, там особые... И нужно ли это? У нас такой корпус именно обиходных песнопений, те, которые исполняются в храме для богослужения, которые должны помогать молящимся, а не отвлекать, что там такое звучит. Да? А мне, как композитору, конечно, хотелось бы вот опять, я говорю, вот эти в начале нашей беседы о вот этом музыкальном космосе, что там что-то найти, какой-то поворот найти. Я пишу такую музыку, которая какие-то повороты в душе человека открывает, какие-то движения его, духовные или душевные.
В чем тут, мне кажется, отличие музыкального искусства от других? Потому что, например, поэзия, она оперирует словами, там, образность словами. Живопись – это структура, так сказать, видеоряд, который, так сказать, он может быть абстрактный, он может быть точный, но он, так сказать, вот, материально выражает окружающий мир, который вокруг нас находится именно таким образом. Скульптура также потрогать и можно. А музыка, она имеет некий материал такой. Конечно, это тоже материальный звук, но он, именно сочетание его, вот, когда он складывается в какую-то форму, и с темпом, с фактурой, с ритмом, вот, это некий такой образ, который он реален, но и с другой стороны он не подвластен ни зрению, ни, так сказать, не потрогать его нельзя. И вот этот образ музыкальный, он, конечно, он живет в человеке и просится, чтобы он вышел. Наружу он просится. Как поделился композитор, работая, он совершает полет, причем не ждет, когда птица вдохновения поднимет его на своих крыльях. Он самостоятельно хватает ее за оперение и устремляется ввысь, разрисовывая музыкальную ткань своим неповторимым узором. У меня, когда работа идет, чтобы я не люблю, когда звуки какие-то лишние раздаются, когда кто-то мешает. Это не дает... Понимаете, такой момент есть, ты как бы улетучиваешься, ты как бы не в пространстве, не во времени там находишься. А тебя, когда кто-то что-то там такой, телефон зазвонит, опять он тебе плюх возвращает на место, и плохо. Поэтому я стараюсь все это отключать, чтобы никто меня не тревожил. Вот. Чем спокойнее, тем лучше. Немало и замыслов. Обращение к инструментальной музыке. Для него навязчивая идея. И он не отталкивает ее от себя, а наоборот, считает, что если есть такая потребность, значит, надо воплощать в жизнь. С этим симфоническим оркестром в душе и идет по своей тропе с музыкой, которая смывает прочь пыль повседневной жизни. Главное — научиться ее слушать. Я отношусь вот так к музыкальному творчеству, как к молитве. Что такое молитва? Молитва – это есть воззвание. Она может быть благодарение, она может быть покаяние, она может быть просьба. Да? Но это есть то, что исходит. Да? «Господи, воззвах к Тебе, услыши меня». Да? Как Давид Псалмопевец говорит. Вот. А это может быть и в словесном, это может быть и в изобразительном, это может быть в музыкальном. Вот это, я думаю, для меня самое главное.